Лошади. Самая полная иллюстрированная энциклопедия. Автор Галина Зёмина. Год издания 2021 год. Породы лошадей. Смотрим кабардинская порода на странице 154. Происхождение. Горные районы Северного Кавказа. Кабардинская лошадь – одна из старейших верховоупряжных аборигенных пород. Характеризуется крепкой конституцией, неприхотливостью, устойчивым здоровьем, выносливостью, плодовитостью, долголетием. Эта строка из народной черкесской песни как нельзя лучше показывает исторически сложившееся отношение горского народа к своим лошадям. Лошадь издавна была здесь и боевым другом, и надежнейшим транспортом, и партнером в состязаниях. Английский путешественник Эдмунд Спенсер так охарактеризовал взаимоотношения человека и лошади в Черкесии. Возможно, ни в одной стране в мире с лошадью не обращаются лучше, чем здесь. Нет другого народа, который понимал бы лучше, как управлять ею. Великий секрет, кажется, в доброте. Ее никогда не бьют, следовательно, ее дух остается несломленным и привязанность к своему хозяину неослабной. Я часто видел ее лежащей у ног своего хозяина, когда в засаде, в совершенном покое или при покорении она без всякого сопротивления позволяет приспосабливать свою голову как опору для винтовки. История породы. Порода происходит от степных, когда-то исключительно боевых лошадей, с 15 века, постоянно улучшаемых восточными жеребцами, сформировалась в условиях круглогодичного табунного содержания. Название «кабардинское» стало использовать лишь в советское время из-за того, что именно в Кабарде коневодство достигло наибольшего развития. Ранее на Кавказе этих лошадей именовали черкесскими или адыгскими. Порода более или менее специализированных разновидностей, более резные, выносливые. В 1870-х годах в селе Приречное был создан Малкинский конный завод, который напрямую поставлял таких лошадей в царские войска, а позже Красную армию. В 1930 году был организован Малокарачаевский конный завод. Во время Великой Отечественной войны большая часть кабардинцев погибли на фронте, а еще часть были расхищены оккупировавшими Кабардино-Балкарию гитлеровцами. Для восстановления породы после войны были использованы, кроме местных, лошади английской породы. Порода высоко ценится за легкие и хорошо скоординированные движения, смелость, поворотливость, прекрасную память. Все это издавна позволяло лошадям уверенно двигаться по горным тропам, под всадником или с тяжелым грузом. Традиционно кабардинцев широко используют в сельском хозяйстве. В последнее время благодаря выносливости, высокой работоспособности и неприхотливости они стали весьма популярны в конном туризме, особенно в горах, а также в спорте, дистанционных конных пробегах. Вроде данная книга совсем недавно вышла, когда наши соседи якобы возобновили свою породу, но в книге Галины Зёминой нет такой древней породы, как они говорят, которая существует уже 5000 лет. Карачаевская, она называется где-то с 14 века. С 14. А вообще сама эта лошадь, ей лет, скажем, 1005, не меньше. Говорить можно все, что угодно. В старинных книгах я нигде не нашел эту породу. В книгах в советских времен тоже нет такой породы, но у них там есть доводы якобы депортация, а сейчас они говорят, что возобновили, но все же не вписали в эту энциклопедию. В чем причина? Только в 1989 году я восстановил, могу похвалиться, восстановил эту породу. Внимание! На странице 229 в энциклопедии Галины Зёминой вписано, какой необходимый документ о подтверждении породостности лошадей и кем выдается. Племенное свидетельство на лошадь или паспорт племенной лошади – это официальный документ любой породистой лошади,
который выписывается конным заводом либо фермерским хозяйством и заверяется соответствующими печатями и подписями. Паспорт вместо свидетельства стал выдаваться с начала 1990-х годов и только Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства, который по анализу крови может предоставить дубликат утерянного племенного свидетельства или паспорта лошади. Документ подтверждает ее племенную ценность и содержит массу сведений о животном, от года рождения, клички, породы и родословной до 4-го колена, до пола, масти, особых примет. При продаже племенное свидетельство или паспорт переходит от одного хозяина к другому на протяжении всей жизни. Еще раз повторяю, документ, подтверждающий породу лошадей, выдает только ВНИИК, а не кафедра ВТСХ. Если вы потеряли паспорт, то при сдаче анализа крови вам могут повторно выдать паспорт. Если нет такого документа, то, увы, и нет породы.